Дубль первый. Немножко Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Сегодня у нас после длительного перерыва наконец вернулся наш постоянный эксперт Астамур Таняев. Он по объективным причинам находился долгое время за пределами Абхазии, но очень много всяких событий происходило. И в этой связи, конечно же, пока он отсутствовал, было очень важное событие, происходило вот в контексте потепления российско-грузинских отношений, там самолеты полетели, там визы отменили. Очень много говорилось о том, что необходимо, что российская власть ведет активную работу по возобновлению сквозного сообщения железнодорожного через территорию Абхазии в Армению и так далее. И вот сегодня по этому поводу я бы хотел поговорить, обсудить эту ситуацию с Астамуром Таняевым. Астамур, с возвращением. Здравствуй. Здравствуйте. Астамур, все-таки начнем вот с этого транзита, да. Очень много всяких таких мыслей вокруг вот этого российско-грузинского сближения, да, приходилось слушать и так далее, и о том, что есть какие-то очень серьезные договоренности между Тбилиси и Москвой, и это все происходит там, я так понял, через все-таки постоянно действующую комиссию Карасин, Абашидзе и так далее, и то есть оперативно было принято это решение, да, то только заговорили о авиасообщении, и там уже буквально на следующий день это авиасообщение было запущено, да, там визы быстро отменили и так далее. Мария Захарова заявила о том, что там в ежедневном, чуть ли не ежедневном режиме они работают над идеей возобновления сквозного сообщения через территорию Абхазии, железнодорожного сообщения. Вот в Грузии, правда, это отрицают, но тем не менее, вот Гарибашвили я слушал, внимательно читал его, и он сказал, что вот за 10 лет мы очень планомерно и так далее, работаем в том направлении, чтобы, в общем, мысль заключается, чтобы рано или поздно территориальная целостность Грузии, она была восстановлена, то есть через призму отношений с Россией. Он вот такие вещи говорил. Я бы хотел все-таки ты как-то прокомментировал вообще вот эту ситуацию. Ну, с одной стороны, на официальном уровне все отнекиваются от того, что идут какие-то контакты, какие-то складываются договоренности. Вот. Но с другой стороны, очевидно, что по каким-то каналам согласовываются те или иные решения. В том числе в транспортной сфере. И очевидно, что Грузия и Россия сейчас движутся сближающимися курсами. Вот. Ну, с одной стороны, это, конечно, несет в себе положительные факторы, так как отодвигает перспективу силового разрешения конфликта или возобновления военных действий. Вот. И создает какие-то возможности нашего участия в этом сотрудничестве. Тут надо обсуждать формы и модели, как это можно было бы сделать. Вот. Но, с другой стороны, конечно, у нас традиционное опасение, не зайдет ли это сближение настолько далеко, что пострадают наши интересы. Мы знаем, что в политике констант не бывает. Вот. Поэтому нужно искать пути своего вовлечения в этот процесс. Потому что, ну, если взять последние четверть века, то Россия не проявляла большой активности по реанимации транскавказских магистралей. Да, она иногда отвечала на запросы Армении. Помним, что у нас, кажется, в 2000
2005 или 2004 году предпринималась попытка там возобновления железнодорожного сообщения, да, вот не помню точно дату, да. Вот. Но нельзя было назвать эти усилия последовательными, потому что, скорее всего, тогда Москва рассчитывала на то, что ей удастся установить какой-то эксклюзивный контроль над Южно-Кавказским регионом, и тогда, вот как в советские годы, вся эта коммуникационная сеть будет работать либо при российских инвестициях, при российских гарантиях безопасности. Вот. Сейчас очевидно, что ситуация складывается неблагоприятно, и у России появляется большая заинтересованность в том, чтобы эти транспортные коммуникации заработали в ее направлении. Вот, и с этим связана, конечно, вот эта активность. Если говорить о нашем возможном участии, ну, прежде всего чувствуется дефицит того, что у нас нет механизма по достижению и реализации каких-то двухсторонних или многосторонних договоренностей. Прежде всего это надо обсуждать. Конечно, вы понимаете, вот у нас все время говорят, что нужно предварительно какие-то условия выдвигать перед тем, как начать о чем-то разговаривать, даже на экспертном уровне, чтобы там вот это если не сделают, то мы не должны говорить. Но с другой стороны, мы видим, что Россия и Грузия без каких-либо предварительных условий, когда речь идет об их практических интересах, экономических, политических интересах в сфере безопасности, они находят способы, находят способы воплощения вот этих кулуарных договоренностей в жизнь. Вот. Поэтому нужно понимать, что либо ты участвуешь в решении проблем регионального характера каким-то образом, либо без тебя участвуют. Вот. Нам, естественно, нужно продвигать идею восстановления механизма переговоров. Этот международного механизма. Мы будем субъектом. Да, может преобразовать женевские дискуссии в том же составе. Но самый главный принципиальный момент – это чтобы Абхазия участвовала в качестве стороны конфликта. Это снимет многие неудобства не только для нас, но и для России, и для Грузии. Потому что если вот вспомнить, допустим, наш опыт переговорного процесса до 2008 года, ну мы же не только по вопросам недопущения военных столкновений и безопасности там подписывали документы. Мы подписывали документы в гуманитарной сфере, в экономической сфере. И мы отвечали за их имплементацию. И другие международные участники, они тоже контролировали, как эти документы реализуются. То есть, мне кажется, что дефицит этого механизма, он существует не только для нас, и для международного сообщества тоже. Вот. И вот, потому что даже если представить, что мы, допустим, договорились с Россией, с Грузией каким-то образом, что мы участвуем в разных экономических моделях, как в качестве кого подписываем? Вот, поэтому прежде всего предварительным шагом должно быть вот каким-то образом возрождение этого механизма. Вот еще раз говорю, можно подумать о преобразовании вот, Женевской площадки из дискуссионной в переговорную. Ну, вряд ли, наверное, кто-то будет сейчас рушить Женевскую переговорную площадку. Не легче ли создать некую параллельную структуру? Я говорю, не рушить как раз, а преобразовать, придать участникам этой площадки другой правовой статус. В частности, Абхазии придать статус стороны в конфликте. Если бы там грузины и абхазы участвовали в качестве сторон в конфликте, это было бы проще. Ну, тогда все-таки этот документ принимался там, при участии там, Путина, Саркози. То есть сейчас вот, наверное, это тоже, наверное, некий такой уровень нужен, чтобы эту модель переформатировать. Но, с другой стороны, я не вижу, как могут сесть, допустим, условно там
Путин и там нынешний президент Франции Макрон сесть там и о чем-то договориться, да, или там ООН, Евросоюз, представители, американцы. Быстро даже ничего быть не может. Сейчас можно начать обсуждение на экспертном уровне, что называется, устроить серию каких-то мозговых штурмов, и чтобы они имели какое-то публичное звучание. Потому что только вот в такой дискуссии можно к чему-то прийти. Естественно, но с другой стороны, за последние годы такие изменения в мире произошли, что вообще в нашей жизни, при нашей жизни столько изменений произошло, что мы бы сами не поверили, если бы кто-то нам рассказал лет 30 назад, что такое будет происходить. Поэтому вот все вот эти инструменты, прежде всего на данном этапе экспертные, это могут быть неправительственные организации, могут быть участники, могут быть какие-то представители государственных органов власти в неформальном своем качестве, депутаты те же. Они могли бы подумать, обсудить с участием экспертов других заинтересованных сторон о том, как это могло бы функционировать, что для этого нужно. Вот, насколько реалистично тот или иной подход. То есть даже если этот процесс, он пока на первом этапе будет существовать только в информационном пространстве, само по себе для нас это тоже важно. Это будет для всего международного сообщества будет сигналом того, что Абхазия не является просто каким-то выжидающим указанием откуда-то объектом, а является субъектом международной политики, что ее элиты озабочены этим вопросом, и они освещают его в публичном пространстве. Ну вот, опять же, возвращаясь ко всем этим разговорам, которые в последнее время актуализировались по поводу железной дороги, и правительство Армении объясняет проблему в том, что это сквозное сообщение не возобновляется, в позиции абхазских властей, которые вроде бы против. Есть ли у нас вообще позиция по железной дороге? Ну вот видишь, ты задаешь справедливый вопрос. У нас по этой теме нет предметной дискуссии. А как она? Позиция? Позиция была, в общем, такая, что железная дорога является собственностью абхазского государства. Понятно, там можно от ГАЛ до ПСО. Вот от ПСО до ГАЛ это собственность абхазского государства, и что наш суверенитет распространяется на этот вот отрезок железной дороги. Вот генеральная позиция. Вот. Что касается о том, как эту позицию примирить с другими позициями, мне кажется, у нас глубоко этот вопрос не обсуждался. До этого дела не доходило. Поэтому я говорю о дефиците этой дискуссии. Здесь легко, конечно, какими-то апеллировать лозунгами, но реальность перед нами ставит совершенно. Но вот все эти геополитические перетрубации, там все, что там происходит там сейчас между Россией и Украиной, с одной стороны, с другой стороны, та ситуация, которая возникла после Второй Карабахской войны, да, вот сейчас активизировали, то есть фактически азербайджано-армянские переговоры вышли фактически на финишную прямую. Вот недавно, опять же, встреча была на прошлой неделе, Алиев встречался с Пашиняном в Брюсселе, и там тоже вот как бы такое есть, в общем-то, явное такое продвижение, да, о том, что будет подписан мирный договор между этими странами, и, соответственно, это будет стартом, неким стартом, в общем-то, к возобновлению, там, созданию новых там, транспортных коридоров. Насколько вот эта ситуация, она будет, в общем-то, отражаться на нашем конфликте, с одной стороны, и на развитии, вот, опять же, тех же транспортных коммуникаций и так далее, учитывая, опять же, то, что вот с февраля прошлого года очень сильно революционно поменялись там логистика очень сильно поменялась вот в мире, не то что в регионе, но и в мире сильно все поменялось. Насколько вот
есть шанс вот Абхазии как-то, может быть, как бы втянута в это пространство? Ну, мы должны смотреть на Южный Кавказ, на единый регион, как на единый регион. Вот, поэтому то, что вот даже для нас это должно служить примером, что, например, казалось бы, непримиримые позиции и прежде всего между обществами, армянским с одной стороны, азербайджанским, турецким с другой стороны, они все равно не помешали, когда сложились определенные условия, что стали разговаривать и об урегулировании конфликта, и о возобновлении тех коммуникаций, которые нужны всем. Вот. Потому что эти коммуникации будут фактором стабильности в этой части Южного Кавказа. Но на Южный Кавказ, еще раз говорю, нужно смотреть как на единый регион. Потому что это перед Грузией и перед нами ставит ряд вопросов. Потому что Грузия вот последние четверть века являлась и пока является коммуникационным узлом для Южного Кавказа, главным коммуникационным узлом. Но если, допустим, она не будет каким-либо образом учитывать меняющиеся вот реалии на Южном Кавказе, она может утратить или частично утратить этот статус. Вот. Потому что коммуникационное разблокирование Армении произойдет по другой линии. Да, то есть здесь перед Грузией и тоже стоят стратегические вопросы. И перед всеми другими внешними акторами. Это и те же страны Европы, это, которые сейчас очень заинтересованы в том, чтобы работали бесперебойно поставки, осуществлялись бесперебойно поставки углеводородов азербайджанских в Европу. Вот. Здесь складывается, с одной стороны, узел таких интересов, и внутренних акторов, и внешних акторов, которые нужно будет обязательно примирить. Потому что Южно-Кавказский регион, он будет, как и раньше, как это всегда и было, исторически, это единая транспортная система. Вот он таким образом и будет работать не в столь отдаленной перспективе. Просто нужно уже сейчас думать о том, чтобы наши интересы в этом вопросе не пострадали или были учтены. Ну, я бы еще хотел бы, наверное, сакцентировать твое внимание на вот следующем. Все-таки вот с момента окончания Карабахской войны до февраля 2004 года казалось, что все-таки вот эта территория, основная часть Южного Кавказа, она находится под как бы влиянием двух сильных региональных игроков, это России и Турции, там, и ну, еще частично там Ирана, да, там, насколько это позволяет там Ирану играть там широко. Но сейчас, в силу того, что Россия, она как бы все свое внимание, силы и так далее сконцентрированы все-таки там на украинском направлении, да, и явно видно, что инициатива у нее перехватывает, да, тот же переговорный процесс между Баку и Ереваном, он все-таки уже как-то быстренько, активненько перекочевал там в Брюссель. Насколько вот такое разнообразие игроков сильных в регионе будет влиять на то, чтобы, в общем-то, как-то урегулировалась, более-менее стабилизировалась ситуация на Южном Кавказе, и это не переросло, там, допустим, вот где сейчас, в общем-то, очень натянутые отношения между сильными этими игроками, да, чтобы это не переросло в некий второй фронт, о котором так часто говорят сейчас. Ну, слушайте, крупные и средние игроки, они никуда не денутся из региона. Средние, я имею в виду, признанные государства Южного Кавказа, Азербайджан, Армения, Грузия. Вот. Таким игрокам, как мы, с подвешенным международным положением, у них, конечно, угроз гораздо больше.
Вот. Противоречия между крупными, средними, их участие, взаимодействие, они всегда будут. Но я уверен, что будет выработана модель не в столь отдаленном будущем, которая устраивает всех участников, которая будет учитывать интересы разных стран, потому что, в конце концов, речь идет о взаимодействии посредством Южно-Кавказского коридора этих крупных государств, взаимодействии их друг с другом. Вот. Поэтому теоретически может для нас сложиться такая опасная ситуация, когда нашими интересами могут пренебречь. И тогда действительно может возникнуть угроза либо применения силы в отношении нас, либо угрозы применения силы, ультиматумов каких-то. Да. Это мы не должны исключать разные варианты развития событий. Поэтому я говорю, сейчас то, что нам доступно, мы должны делать. Это экспертные площадки раз, медийное пространство два. Вот там, вы понимаете, как бы мы ни считали, что от нас зависят судьбы человечества, к сожалению, о нас далеко не так, потому что о нашем существовании, к сожалению, все больше забывают. Вот тот фактор, что о нашем существовании стали забывать в мире, для нас это является угрозой безопасности. Ну, это, то есть, да. говоря... Потому что если территория находится под пристальным международным вниманием, в отношении этой территории труднее предпринимать какие-то агрессивные шаги. То есть, если мы не ведем самостоятельную такую, относительно хотя бы самостоятельную внешнюю политику, где мы не заявляем о себе, то есть у нас мы не представлены вот как некий отдельный субъект на этом пространстве, да, то, естественно, мы делегируем, да, условно говоря, вот конфликт грузино-абхазский, мы как-то даже не заметили, что этот конфликт перерос в грузино-российский, да, то есть и мы вот спрашиваем, а наша судьба там, что там про нас говорят, да, там, что обсуждают, то есть мне кажется... А мы, между тем, здесь занимаемся обсуждением таких вопросов, которых, да, как сказать... Говори прямо уже, что... Занимаемся обсуждением таких вопросов, которые точно не создают нам базы для того, чтобы мы выжили. Так, тогда уже перейдем к этому внутриполитическому вектору, о котором ты сейчас говоришь. Скорее всего, в силу того, что, опять же, тебя долгое время не было в Абхазии, но при этом ты как бы со стороны наблюдал весь этот процесс, который происходит вокруг апартаментов, то есть это сейчас тема номер один, и мне бы хотелось бы, чтобы ты сейчас как бы свой субъективный взгляд на эту существующую проблему высказал. Ну, что хочется сказать по этому вопросу? Ну, понимаете, когда власть приходит к власти, естественно, какой-то набор... Оппозиция становится властью, приходит, да? Ну, какая-то власть стала властью, да. Некая, в некотором царстве. Вот. И у нее всегда стоит проблема разрешения существующих проблем. Вопрос, как решать существующие проблемы. У нас какие проблемы? Ну, это, во-первых, создание экономического базиса для существования нашего государства, обеспечение его безопасности, решение демографических проблем и сохранение абхазского языка. Вот. Вместо этого мы в начале полгода обсуждали проблемы майнинга. Потом следующие полгода мы обсуждали, как продать или распродать эту энергетическую систему. Обсуждаем, да, кому, какие инвесторы должны прийти, как это сделать, да. И сейчас мы обсуждаем проблему апартаментов. На мой взгляд, ну, вы знаете, так получилось, что вот я не встречал в Абхазии человека, который
не подозревает, что за этим стоят какие-то частные интересы вполне определенных людей, а не государственные интересы. Наше общество не рассматривает вопрос апартаментов как государственную проблему. Вот. Я понимаю, если бы, допустим, власть начала бы обсуждение каких-то базовых для нашего общества вопросов. И тут потом надо, конечно, говорить, где искать средства, инвесторов, не знаю, в какую область их пустить, куда не пустить. Этого ничего нет. То есть получается, если мы сейчас дадим добро на решение тех или иных вопросов, от них выиграет небольшая группа людей. А остальные останутся с тем же ворохом проблем, с которыми они жили, тоже даже еще с большим ворохом проблем. Понимаете? Сейчас, вот, по моим наблюдениям, у нас в стране не существует никакой, конечно, социологической службы. Абсолютно отсутствует. Странно вообще, что ни власти социология не нужна, ни оппозиции, никому не нужна социология. Никто не знает, о чем люди думают, как они к чему относятся. Ну, наверное, не интересуются мнением людей. Но по моим наблюдениям, легитимность действующей власти, подчеркиваю, не законность, а легитимность, то есть народная поддержка действующей власти находится на крайне низком уровне и продолжает падать. В том числе под воздействием настойчивого продвижения вот таких вопросов. Можно предположить, что когда у нас будут выборы, что эту власть, скорее всего, не изберут, потому что, ну, кто за нее будет голосовать? Я не знаю, если они... наше общество вряд ли будет за это голосовать. У этой власти серьезные проблемы. Это проблема и всего государства, когда у власти низкая легитимность. Она, значит, не может никакие вопросы решать. Мне кажется, что сейчас все-таки нужно остановиться, отложить эту повестку и приступить к обсуждению другой повестки. И может на этой основе найти какое-то взаимопонимание между разными силами общества. Раз, два, ну тогда хотя бы можно будет народу объяснить, что мы наконец занялись делом. Какую повестку? Ну, какую повестку? Я уже перечислил. Это экономический базис, наша безопасность, демография, абхазский язык. Вот эти вопросы у нас не обсуждались за 3 года нахождения, вот насколько мне память не изменяет, не обсуждались за 3 года нахождения у власти нынешнего руководства. Это базовые вещи. Для чего нам это государство нужно? Для того, чтобы мы нарезали на участки и продали его, или я не знаю, для чего оно нужно. Вот. Поэтому вот таким образом можно, иначе будет продолжаться рост напряженности. Никакими полицейскими методами абхазская власть эту проблему решить не сможет. Это совершенно точно. На внешнюю помощь в этом вопросе она вряд ли сможет рассчитывать. Вот. Что ты имеешь в виду? Что? Ну, я не знаю, я не думаю, что кто-то извне будет помогать власти тут бороться с политическими оппонентами. Я в такое не верю. Вот. У самой у нее таких ресурсов нет. Мы даже вот эти вот последние стычки с оппозицией политические, которые, к счастью, пока не доходят до физических, вот, они показывают, что авторитет падает власти. Вот, поэтому это наша общая проблема. Пора сделать выводы, что надо заниматься общегосударственными вопросами. Они трудные. Как выживать в этих сложных условиях, как нам выстраивать свою внешнюю политику, что делать с нашей экономикой. Завтра у нас может вообще проблема обстать, что у нас, допустим, будет дефицит продуктов питания. Может быть такое? Может. Может быть дефицит финансовых ресурсов, потому что вокруг нас бушует кризис. Да, потом, наверное, трудно рассчитывать, что
допустим, вот эти люди, которые хотят купить апартаменты, что это мигом вот эти деньги придут и решать все наши проблемы, это же наивно на это рассчитывать. Абхазия не представляет собой какое-то благоприятное поле для инвестиций. Потому что политическая напряженность, вся наша социальная неустроенность, состояние наших элементарных бытовых условий, они этому не способствуют. Мы видим, вот даже как малейший там разгул стихий, к чему у нас приводит, каким последствиям. Вот. Поэтому надо прекратить этим всем заниматься. Надо заняться серьезными вопросами, от которых действительно наша жизнь зависит. Если мы сейчас перед лицом таких событий, которые в мире разворачиваются, не в состоянии взяться за ум и обсуждать то, что действительно актуально, но о чем тогда речь? На что мы можем тогда рассчитывать и как мы собираемся в окружающем мире выживать? Вот. Поэтому хочется призвать людей, которые от этих зависят, депутаты, исполнительная власть. Возьмите другую тему. Эту тему, она нерешаема. Более того, даже если ее решить, ничего не дает, кроме усиления внутреннего противостояния. Зачем этим заниматься? Какой в этом толк? Я не думаю, что в этом и наше общество заинтересовано, и в России кто-то заинтересован. Понятно, что есть какие-то финансовые, бизнес-круги, которые могут иметь интерес к этим вопросам. Да. Но я думаю, что если им объяснить, к каким последствиям это приведет, я думаю, у них тоже желание может отпасть. Заниматься здесь, апартаментами или чем-то в этом духе. В таком масштабном характере. Вот что хотелось бы сказать по этому поводу. На этом таком успокоительном, да, чтобы люди все-таки, принимающие важные для страны и общества решения, все-таки призадумались. Я буду с вами прощаться. Астамур, большое спасибо. Надеюсь, ты нас теперь долго не будешь покидать, и мы будем с тобой часто встречаться. Еще раз напоминаю, сегодня мы в основном говорили о транзите, о возобновлении железнодорожного сообщения, вообще о возможности задействования этого пространства на Южном Кавказе как некой стабилизирующей коммуникационной территории. И говорили об этом с нашим постоянным экспертом Астамуром Тани. Астамур, большое спасибо. До следующих встреч. Я напомню вам, что нас можно смотреть чегемскую на одноименном YouTube канале, там «Чегемская правда», одноименная страница есть в Фейсбуке «Чегемская правда», есть сайт chegem.su. И нас можно будет увидеть на телеканале Абаза. Я с вами прощаюсь. До свидания. Счастливо. До свидания.